الله أكبر الله أكبر الله أكبر И сегодня с нами аят из суры Али Имран, из 3 суры Корана, где Аллаху Субханаху ва Та'аля говорит: «Лан таналу л-бирра хатта тунфику мимма тухиббун». Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: вы не достигнете благочестия до тех пор, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Аллах Субханаху ва Та'аля в суре Али Имран, обращаясь к нам, к мусульманам, к верующим, говорит: вы не достигнете благочестия до тех пор, пока не будете расходовать из того, что вы любите. И этот аят побуждает человека, мусульманина, расходовать из того, что Аллах Субханаху ва Та'аля дал ему, и из тех вещей, которые он любит, чтобы что? Чтобы достичь благочестия, чтобы достичь благополучия. И как муфассиры сказали, что здесь имеется в виду рай. Бир, слово бир, которое упоминается, вы не достигнете, вы не постигнете благочестия. Лян танану бирра, аль-бирра, муфассиры сказали, что это аль-джанна. И как получается, что Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: вы не достигнете рая до тех пор, пока не будете расходовать из того, что любите. Аллах Субханаху ва Та'аля в другом аяте говорит: «Амину биллахи ва расулихи», суре Хадид, железо. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Амину биллахи ва расулихи ва анфику мимма джа'алакум мустахлафина фих, фаллазина аману минкум ва анфаку лахум аджрун кабир». Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: веруйте в Аллаха и в Его посланника. Веруйте в Аллаха и в Его посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. И расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда. Великая награда, мы знаем, что лучшая награда, которую человек сможет получить, это рай. Это попасть вечно в рай. И имущество, которое Аллах Субханаху ва Та'аля дал нам. Что такое имущество? Если мы посмотрим то, что у нас есть в руках, то, что у нас есть как имущество, то, чем мы владеем, то это не то, что мы заработали своей силой. Это не то, что мы получили из-за того, что мы какие-то умные, или мы на что-то способны, или каким-то старанием, умом, достижением или властью это достигли. И некоторые люди думают, что вот у него вот это есть, потому что он умный какой-то, или у него вот это есть, потому что у него работа хорошая, или у него вот это есть, потому что он там достиг какой-то власти или достижений каких-то. И на самом деле же имущество, все, что на земле, принадлежит кому? Аллаху Субханаху ва Та'аля. И то, что у тебя в распоряжении, оно также принадлежит Аллаху Субханаху ва Та'аля. И это мы берем из аятов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. Аллах Субханаху ва Та'аля что сказал? И расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. То, чем ты владеешь, те капиталы, те деньги, то имущество, те квартиры, та машина, все, чем владеет человек, это имущество Аллаха Субханаху ва Та'аля. Это все принадлежит Аллаху Субханаху ва Та'аля. И Аллах Субханаху ва Та'аля дал тебе это, чтобы ты управлял этим капиталом. Дал тебе в пользование это. Но оно не твое, оно принадлежит Аллаху Субханаху ва Та'аля. И как мы сказали, это не то, что... То есть человек не должен считать, что это он заработал там из-за своих. Нет, это Аллах Субханаху ва Та'аля тебе дал. Это Аллах Субханаху ва Та'аля дал тебе. И имущество
это то, чем человек может достичь довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. Имущество – это путь. Аллах Субханаху ва Тааля его дал для того, чтобы человек достиг довольства Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Либо же человек этим имуществом может что? Привести себя к печали, привести себя к убытку, привести себя к наказанию. И человек, у которого было имущество, он, возможно, это имущество будет причиной того, что его могила будет широкой и светлой, а может быть, это имущество будет причиной того, что его могила будет, он будет сожалеть в могиле за то имущество, которое у него было. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля во многих местах в Коране говорит подобные слова: «И расходуйте то, чем мы вас наделили». И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля повелел своим рабам в предыдущем аяте уверовать в Него и в Его посланника, и во все, что Он принес для нас, то есть то, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И после этого Аллах Субханаху ва Тааля, что Он повелел нам расходовать на благие дела имущество, которым Он наделил их на срок пребывания на земле. И Аллах Субханаху ва Тааля дал нам это, дабы посмотреть, как мы будем распоряжаться тем, чем Он нас наделил. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сообщил нам о награде, о великой награде, которая ожидает тех людей, которые уверовали в Аллаха, в Его посланника, последовали Его путем и расходовали на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. И верующие, которые объединили в себе эти два замечательных качества, веру и щедрость, которые расходовали свое имущество на пути Аллаха, получат великое вознаграждение. А самое главное, они обретут довольство Аллаха и место в райских садах. Затем Аллах Субханаху ва Тааля указал на причину, по которой люди просто обязаны уверовать. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля повелевает твердо уверовать в Него и Его посланника и побуждает расходовать, и говорит: «Мимма джа'алякум мустахляфина фих», из того, что Он дал вам в распоряжение, а именно из имущества, которое было в руках этих людей, которое было в руках людей, которые были до нас и потом перешло нам. И имам Муслим передает от Абдуллы ибн Аш-Шахира, что он сказал: «Я пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал слова «Аль-хакумут такаthур». То есть Аллах Субханаху ва Тааля говорит: страсть к приумножению увлекает вас. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого сказал: говорит сын Адама, то есть человек говорит: «Мали, мали», мое имущество, мое богатство, мое богатство. «Вахаль лака мин малика илля ма акальта фаафнайт». Но разве принадлежит тебе, о сын Адама, хоть что-нибудь, кроме того, что ты съел, уничтожив это? Пророк сказал такие слова: разве принадлежит тебе, о сын Адама, хоть что-нибудь, кроме того, что ты съел, уничтожив это? То есть то, что ты съел, и это стало причиной, что ты это уничтожил, это было твое. Дальше пророк говорит: и той одежды, которую ты носил, износив до предела, или того, что ты подал как милостыню, завершив это. Что тебе, пророк говорит, что тебе, о сын Адама, принадлежит, кроме этих трех вещей? Что ты съел уже, и все, оно исчезло. Что ты одел и износил, и дал милостыню, и ты подал как милостыню, завершив это. И в версии Муслима есть добавление к этому хадису: а все остальное ты оставишь для людей, которые придут после тебя. То есть твое в этом мире и в ахирате — это то, что ты съел, то есть ты за это будешь отвечать,
оно и в этом мире твое было. Ты его съел, как ризк. И ты за него будешь отвечать в ахирате, в судный день. То, что ты одел и износил, тоже твое. И то, что ты дал как милостыню, это тоже твое. Все остальное не твое. То есть этот хадис, который приходит в сборнике имама Муслима, указывает, Пророк ﷺ говорит, что все остальное это не твое, все остальное ты оставишь для людей, которые придут после тебя. То есть ты уйдешь из жизни и все это оставишь тем людям, которые придут после тебя. И оно не твое. И поэтому, то есть в этом хадисе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям указывает на то, что человек может сделать своим имущество как? Дав милостыню, расходуя на пути Аллаха субханаху ва тааля. И человек, у которого было имущество, который мог его тратить, Аллах субханаху ва тааля говорит, что он сожалеет сейчас. И он бы вернулся. Как Аллах субханаху ва тааля говорит в суре Мунафикун, в суре Лицемер, Аллах субханаху ва тааля говорит в конце, то, что когда к ним приходит смерть, они говорят: «О Господи, верни меня, чтобы я что? Чтобы я расходовал. Чтобы я расходовал». И то есть в суре Хадж Аллах Та'аля говорит: «Хатта ида джаа ахадахумуль мауту каля рабби рджи'ун», когда одному из них приходит смерть, он говорит: «О Господи, верни меня». Для чего? Для того, чтобы я совершал те дела, которые оставил, благие дела. «Ля'алли а'малю салиха». Быть может, я, говорит, буду совершать благие дела. И в суре Мунафикун Аллах Та'аля показывает и говорит, что за благие дела. И это садака. Он бы захотел дать садака, этот человек, вернувшись. Он бы захотел дать садака, вернувшись в этот мир. И когда тому человеку, у которого была возможность, и он потерял эту возможность, его жизнь закончилась, он что? Ему тоже говорили, перед ним тоже встречались случаи, чтобы он мог пожертвовать, дать садака. Ему говорили: это сирота, это нуждающийся, это вдова, этому требуется помощь, но он говорил: завтра, потом, попозже. И что? Завтра для него обернулась могилой. Закончилась его жизнь, он разлучился со своим имуществом. И самое удивительное, как мы сказали, что после его смерти это имущество достанется его наследникам, но не ему. Это имущество не будет его. Но если бы он дал садака, оно было бы ему, оно было бы его имущество. Это было бы то имущество, которое бы принесло ему пользу в ахирате, в будущей жизни. И Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ваанфику мимма джа'алякум мустахлифина фих». Аллах субханаху ва тааля говорит: и расходуйте из того, чем мы вас наделили, или в чем мы вам дали распоряжение, то, что мы вам дали в распоряжение. И из этих аятов мы понимаем, что наше имущество, то есть мое имущество, оно не мое, оно принадлежит Аллаху, а мы лишь являемся как наместниками, как теми людьми, которые управляют сейчас этими деньгами. И Абу Бакр, радийаллаху анху, Аллах субханаху ва тааля в одном аяте говорит: «Инна Аллаха аштара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум би анна лахумуль джанна». Аллах субханаху ва тааля говорит: и Аллах субханаху ва тааля купил у верующих их души и их имущество. Аллах тааля купил у верующих их имущество и их души взамен рая. Взамен рая. И Абу Бакр, радийаллаху анху, услышав эти аяты, заплакал. И его спросили о его плаче. Почему он плачет? И он сказал: Аллах субханаху ва тааля, Он дал нам это имущество. Аллах тааля дал тебе в распоряжение имущество. И Аллах субханаху ва тааля просит тебя взаймы. Аллах тааля говорит: «Инна Аллаха аштара миналь му'минина анфусахум ва амвалахум». Аллах тааля купил у верующих их души и их имущество взамен рая. То есть расходы на пути Аллаха субханаху ва тааля свои имущества.
И Аллах Субханаху ва Тааля, Он дал тебе это имущество, Он просит займы, и Он потом тебе вернет многократно. И Он тот, который вернет тебе потом многократно. И посмотрите, то есть Аллах Субханаху ва Тааля сам тебе дает, сам тебе создает условия, сам же просит и сам же потом тебе еще награду дает за это. Также Аллах Субханаху ва Тааля, и мы можем увидеть, как эти аяты повлияли на сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И имам Ахмад передает, что Анас ибн Малик, радийаллаху анху, сказал: из всех ансаров Абу Тальха владел в Медине небольшим количеством финиковых пальм, наибольшим количеством финиковых пальм. И больше всего из своего имущества он любил Байруху, находившуюся напротив мечети, куда часто заходил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, попить там воды. И Анас сказал: и когда был ниспослан аят «Лян таналю льбирра хатта тунфику мимма тухиббун», вы никогда не сможете обрести благочестие, если не будете расходовать из того, что любите. Когда этот аят был ниспослан, Абу Тальха подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: о посланник Аллаха, поистине Всевышний Аллах говорит: вам никогда не обрести благочестие, если не будете вы расходовать из того, что вы любите. А самым любимым из принадлежащего мне является для меня вот эта местность Байруха. Так пусть же она станет садакой, то есть милостыней ради Аллаха. Я же надеюсь, что благодаря ей я обрету благочестие и сделаю себе запас у Аллаха. Используй ее, о посланник Аллаха, по своему усмотрению. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Бахин, за камалюн рабихун». Прекрасно, это имущество принесет доход. Обязательно принесет доход. Я слышал твои слова, и поистине я считаю, что тебе следует отдать ее своим родным и близким. И тогда Абу Тальха сказал: я сделаю это, о посланник Аллаха. А потом он разделил ее между своими родственниками и сыновьями своего дяди. Этот хадис передал имам Бухари и имам Муслим. Также в двух сахихах, то есть сборниках имам Бухари и Муслима, говорится, что Умар, радийаллаху анху, сказал: о посланник Аллаха, для меня нет имущества любимее, чем моя доля в Хайбаре. То есть моя доля трофеев, которые мне досталось в Хайбаре. И Умар сказал: как ты повелишь мне поступить с ним, о посланник Аллаха? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: оставь себе землю и раздавай ее плоды на пути Аллаха. То есть земли Хайбара — это были земли иудеев, и иудеи на своих землях всегда сажали пальмы. То есть их земли были известны тем, что они всегда сажали пальмы, и то есть финики оттуда, и они как бы торговали, вели торговлю с ними, с финиками, и получается, эти земли были очень плодоносными. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: оставь себе землю себе и раздавай ее плоды на пути Аллаха, субханаху ва тааля. И Аллах, субханаху ва тааля, в этих аятах сообщает, что Он компенсирует верующим рабам раем за утраченное на его пути имущество. То, что человек тратит на пути Аллаха, субханаху ва тааля, он непременно найдет у Господа, у Аллаха, субханаху ва тааля. И он не найдет его таким же, он найдет его намного приумноженным. Намного приумноженным. Аллах, субханаху ва тааля, за одно благое дело Аллах, субханаху ва тааля, умножает на 10. И даже приходит в хадисах, что до 700 Аллах, субханаху ва тааля, может умножить одно благое дело. И Аллах, субханаху ва тааля, дал каждому ризк, пропитание. И это не касается только богатых людей. И это не касается только людей, которые живут в достатке. Это касается любого человека. Когда говорится слово «садака», это не значит, что человек должен тысячи давать. Нет, что-то маленькое. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: оберегайте себя от огня даже половины финика.
Оберегайте себя от огня даже половиной финика. Даже половина финика может стать чем? Твоим спасением от огня ада. И поэтому человек может подумать, ну, куда мне садака давать, куда мне еще кому-то помогать, я сам еще нуждаюсь. Но на самом деле, если мы посмотрим на то, как жили сподвижники, радийаллаху анхум, и как они расходовали, они жили намного хуже. Намного в положении намного труднее, чем которое у нас. Они не жили в тех домах, в которых мы живем, они не ездили на тех машинах, в которых мы ездим. Они не ели ту еду, которую мы едим. Но несмотря на это, они давали садака всегда. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: спасайте себя, оберегайте себя от огня даже половиной финика. Человек иногда может подумать, что я могу сделать? 50 рублей, 100 рублей, это тоже садака. И вот эти какие-то маленькие вещи, они могут стать причиной спасения от огня ада. И человек не должен лишать себя этим. Эти мысли, которые приходят человеку, говоря: это же мало, у меня еще нет возможности, потом будет, я помогу, я что-нибудь сделаю, я дам садака, я где-нибудь поучаствую в благом деле, в благотворительности, где-то участвую буду. Многие люди говорили завтра, но они сейчас в могиле, и они бы хотели вернуться. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, они хотят вернуться. Для чего? Для того, чтобы расходовать, на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: расходуйте из того, чем мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть. И вы скажете, Аллах Тааля говорит, и вы скажете: Господи, предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню. Это слова тех людей, которые умерли, и они сказали это. И Аллах Тааля предупреждает наперед, говорит: расходуйте из того, что мы вас наделили, до тех пор, пока к вам не придет смерть, и вы не скажете: Господи, верни меня, и я буду расходовать на Твоем пути. И садака, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма накаса малю садака». Садака, милостыня, не уменьшает имущество. У тебя было 1000 рублей, ты 500 дал садака. Сколько осталось? 500. Это математически. 1000 минус 500 равно 500. У тебя 500 осталось. Но у Аллаха не так. Это ты так думаешь. Это по твоим математическим законам так. 1000 минус 500 равно 500. 1000 было, осталось 500. Во-первых, те 500, которые человек потратил, они умножатся у Аллаха Субханаху ва Тааля. Ты, когда покинешь оставишь эту жизнь, ты увидишь эти 500, которые умножены во многократно, в зависимости от твоей искренности и от твоего намерения. Оно будет умножено от 10 и больше. Это первое. И второе, Аллах Субханаху ва Тааля награждает же и в этом мире. Аллах Субханаху ва Тааля возвращает в этом мире. Аллах Субханаху ва Тааля непременно вернет в этом мире. Он даст тебе баракят в твоем имуществе. Можно часто слышать, человек говорит: я все не могу, у меня все долги не заканчиваются, у меня проблемы. Даже тот, у кого есть деньги, говорит: не хватает и так далее. Вроде у него есть, но не хватает, говорит. Аллах Субханаху ва Тааля дающий, и Аллах Субханаху ва Тааля дающий баракат. У человека может быть что-то, но в этом нету бараката. Расходуй на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, и это будет одной из причин, что Аллах Субханаху ва Тааля даст баракат в твоем имуществе. И оно будет полезным для тебя. И это будет одной из причин, что Аллах Субханаху ва Тааля увеличит твой ризк. Это будет причиной того, что Аллах Субханаху ва Тааля даст тебе здоровье. И как приходит от праведных предшественников, что они, когда начинали болеть, когда их постигала болезнь, они давали садака. Садака, оно тушит грехи, подобно так, как вода тушит огонь. И поэтому человек никогда не должен, мусульманин никогда не должен пренебрегать этим. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Лан таналюль бирра», вы не достигнете, вы не получите благочестие до тех пор, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Благочестие, мы сказали, это муфассиры растолковали это и сказали, что это имеется в виду рай.
Хасан аль-Басри, один из табиинов, он сказал: клянусь Аллахом, Аллах субханаху ва тааля совершил с нами торг и завысил цену. Завысил цену. Аллах субханаху ва тааля возвращает намного больше. Мы даем какую-то маленькую вещь. Может быть, это вещь, может быть, это время, которое ты расходуешь на пути Аллаха субханаху ва тааля. Может быть, это имущество, деньги, может быть, это какая-то вещь, которую ты любишь из своего имущества. Но Аллах субханаху ва тааля возвращает намного больше, чем эта вещь стоит. И Аллах субханаху ва тааля завысил цену за их товары, как сказал Хасан аль-Басри. Шимр ибн Атия сказал: у любого мусульманина на шее сделка с Аллахом. У любого мусульманина на шее, то есть у него уже рядом сделка с Аллахом, которую Аллах субханаху ва тааля хочет заключить с ним. Выполнит он ее или умрет, не выполнив, это уже зависит от самого человека. Выполнишь ты эту сделку с Аллахом или не выполнишь? Затем он прочитал аят. Поэтому говорят о тех, кто вышел на пути Аллаха, что они заключили сделку с Аллахом и выполнили ее. Аллах субханаху ва тааля в суре Саф говорит: «Я юхаллазина аману, халь адуллукум аля тиджаратин тунджикум мин азабин алим, ту'минуна биллахи ва расулихи ва туджахидуна фи сабилиллахи би амваликум». О те, которые уверовали, Аллах субханаху ва тааля говорит: указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Хочешь избавиться от мучительных страданий? От мучительных страданий, которые могут тебя коснуться в ахирате, от мучительных страданий, которые могут коснуться тебя в этом мире, Аллах Тааля отвечает и говорит: «Ту'минуна биллах», веруйте в Аллаха. Уверуйте в Аллаха должным образом и Его в посланника, и усердствуйте на пути Аллаха своим имуществом. Расходуйте на пути Аллаха своим имуществом. И раздававшие милостыню окажутся под тенью своего Создателя. Судный день, когда солнце будет очень близко, когда человек будет тонуть в своем поту, когда это будет длиться очень долго, и люди будут ждать только того, чтобы это началось, чтобы расчет начался. Не будет тени, кроме одной лишь тени, и это тень трона Аллаха субханаху ва тааля. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: 7 Всевышний Аллах укроет свои тени в день, когда будет одна лишь единственная тень. Это его тень. 7 групп людей. И один из них — это мужчина, поднесший милостыню тайком так, что его левая рука даже не знает, что израсходовала его правая рука. Хадис передали имам Бухари и Муслим. Человек, который расходует на пути Аллаха субханаху ва тааля. Садака — это является средством защиты от адского пламени. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям обратился к своей умме со словами: «Защитите себя от огня ада пожертвованием хотя бы в половину финика». Также хадис передал имам Бухари. Садака стирает грехи, об этом уже сказали. Известный хадис, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорит: милостыня стирает грехи так же, как вода гасит огонь. Аллах субханаху ва тааля возвращает человеку его благое деяние в увеличенном объеме. И Аллах субханаху ва тааля говорит: воистину для мужчин и женщин, которые раздавали милостыню и одолжили Всевышнему прекрасный заем, он будет увеличен. Аллах субханаху ва тааля возвращает многократно, в увеличенном размере. За раздающего милостыню, за того, кто расходует на пути Аллаха, ангелы совершают дуа. И в качестве доказательства можно привести хадис, который приходит в сборнике имама Бухари и Муслим. Каждое утро, когда просыпаются люди, когда просыпаются рабы Аллаха субханаху ва тааля, спускаются 2 ангела. Это происходит каждый день. И один из них говорит: «О Аллах, дай раздающему милостыню возмещение, верни ему многократно». И говорит другой: «О Аллах, дай воздержавшемуся, дай тому человеку, который жадный, который не расходует на пути Аллаха, потерю». То есть: «Аллах, дай убыток тому, кто не дает милостыню, который не расходует на пути Аллаха субханаху ва тааля». И тот человек, который
расходует на пути Аллаха, он попадает под дуа первого ангела, который говорит, что «О Аллах, дай возмещение тому, кто расходует на твоем пути». И поэтому это не говорится, что надо какие-то большие вещи, это может делать любой. Поэтому человек никогда не должен останавливать себя тем, что вот я еще не богатый, вот я еще там, у меня что-то, у меня проблемы. Аллах, вот начни с малого, ну пусть это будет очень маленькое, но постоянно, и Аллах Субханаху ва Тааля даст тебе выход из своего положения. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля возвращает многократно. И как приходит в хадисе Кудси, который приводит имам Бухари также, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «О сын Адама, я просил», это приводится в обращении к тому человеку, у которого была возможность расходовать на пути Аллаха, но он отказался. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «О сын Адама, я просил, чтобы ты накормил меня». Это в сборник имам Бухари приходит. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «О сын Адама, я просил, чтобы ты накормил меня, но ты не накормил меня». И скажет человек: «Господи, как же я мог накормить тебя? Ведь ты Господь миров». И Аллах Субханаху ва Тааля скажет: разве не знал ты, что такой-то человек, такой-то мой раб просил тебя накормить его, просил тебя помочь ему, но ты не накормил ему, не накормил его, не помог ему? И разве не знал ты, что если бы ты накормил его, то потом непременно нашел бы это у меня?» Это также показывает то, что Аллах Субханаху ва Тааля, когда тебе дает возможность, Он дает тебе эту возможность помочь кому-то, ты не ему отдаешь это. То есть, когда ты кому-то помогаешь или где-то расходуешь, ты не на это расходуешь, ты не ему даешь это, то, что ты даешь. Ты это даешь Аллаху Субханаху ва Тааля. И это тебе поможет, и это вернется тебе в судный день, и будет приносить пользу для тебя же. И человек, если будет относиться так к этим вещам, к тому имуществу, которое Аллах Субханаху ва Тааля его наделил, то, что это не твое имущество, это имущество Аллаха Субханаху ва Тааля. Все, что на земле и все, что в этом мире, оно принадлежит Аллаху. И Аллах Субханаху ва Тааля дал какую-то долю тебе из своего имущества, чтобы ты распоряжался им. И если ты будешь из имущества Аллаха Субханаху ва Тааля расходовать на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля тебя вознаградит больше. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам в этой жизни, увеличит наше имущество для того, чтобы мы могли расходовать на Его пути, давать Аллаху Субханаху ва Тааля займ, который Аллах Субханаху ва Тааля непременно вернет нам. И тем самым Аллах Субханаху ва Тааля даст нам баракат нашей жизни, баракат наших имуществах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله